и по щеке его на длинный ус седой скатилась горькая слеза одиночества. Вот когда мы будем серьезными людьми? А когда пойдем Перепелов ловить? Да, кстати, вы знаете, что я с вами иду? Премьера «Чудаков» состоялась на малой сцене театра имени Маяковского в апреле этого года. Режиссер Юрий Иоффе мечтал об этом 6 лет. Но каждый раз получал отказ. Пьеса-то провальная, слышал он. Еще в 1910 году после выхода «Чудаков» все критики в один голос заявили Горькому: в комедию ни ногой. Но Иоффе своей постановкой будто бы сумел переломить мрачную традицию провала пьесы. И вдруг судьба благосклонна, и спектакль понят. Я вижу, что он понимаем. И это для меня очень важно. А тем более мне важно, что мы приехали сюда, где в этом городе, тогда в стране, в этом городе эту пьесу не знают и не принимают. Интриги, разговоры о политике, любовные игры, измены, болезни происходят в дачном поселке в Сосновом Бору. Режиссер не отошел от классического текста, а лишь вложил в уста умирающего Васи песню о буревестнике и вывел на первый план не монологи, а самих персонажей. Главный герой – писатель Мостаков, прообраз автора. Евгений Парамонов, которому досталась эта роль, очень тщательно знакомился с биографией самого Горького. Воспоминания какого-то его друга, он говорит, что если бы Горький не стал писателем, он стал бы актером, причем комедийным. Когда я это прочитал, думаю, ну вот же. Эффектная любовница Мостакова Ольга добивается любви писателя в точности, как любовница автора Мура. Актриса Дарья Поверенова в создании своего образа опиралась на факты из жизни реальной женщины. Я читала, есть такая книжка «Железная женщина» Берберовой про ее, в общем, документальные воспоминания про Муру. Это известная любовница Максима Горького была. Она была его очень близко доверенное ему лицо. Помимо этого, она была любовницей Герберта Уэллса, она была любовницей еще разведчика, я забыла его фамилию. То есть, Планета такая. Да, да, она была просто, это была целая такая планета. Сама эта женщина была очень интересной. Эта история в первую очередь о времени, говорит режиссер. Да и сама комедия Горького в постановке Иоффе звучит современно. И кажется, что режиссеру удалось наконец разгадать эту таинственную пьесу, что не дает покоя режиссерам уже больше века. А сегодня вечером на сцене драмтеатра интрига фестиваля. Самое короткое прочтение пьесы «На дне» в инсценировке литовского режиссера Оскаруса Коршуноваса. Мария Ульянова, Василий Низов, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ.